На Юргане время итогов. Меня зовут Елена Мезенцева. Здравствуйте. И вот что вы увидите сегодня. Фронтовые сводки. Каждый день, к сожалению, одна и та же проблема на дорогах. Десятки жертв неполного месяца. Укрощая строптивого. Это хулиганские молодчики идут, россиян провоцируют, швыряют бутылки, банки в них, в колонну. Черный список болельщиков. Они совсем рядом. У них, у пришельцев, у внеземных цивилизаций порядку там намного больше, чем у нас на земле. НЛО уже парят над Выльгартом. Приказано дешеветь. На сегодняшний день предпочтение – это, конечно, социальное жилье. Ложная позолота квадратных метров. Не знаю человека, по крайней мере в Сыктывкаре, которого сейчас не беспокоит эта тема – дорожно-транспортные происшествия. За декабрь и неполный январь в Коми они унесли 37 жизней. Если это ирония судьбы, то очень злая. В понедельник, в те минуты, когда на Стефановской началось большое совещание всех, кто может и должен влиять на ситуацию, на пути в Эжву в ДТП попала машина скорой помощи. Погибла фельдшер, 8 человек оказались в больнице. Так что делать-то будем? Об этом Виктор Прокушев. Лихачи – главная угроза безопасности движения на дорогах Коми. Только в прошлом году бесшабашные автолюбители нарушили правила более 300 тысяч раз. Только за зимние месяцы в республике погибло 37 человек, в том числе дети. Пришло время жестких решений, заявил глава Коми. Свыше 90% аварий вот с таким исходом совершаются по вине водителей. И на это не надо закрывать глаза. Это и есть истинная причина. Это означает, что мы должны усиливать работу именно с людьми, находящимися за рулем. С людьми, которые являются пешеходами и, соответственно, не соблюдают элементарные правила дорожного движения. Сегодня дети больше соблюдают правила дорожного движения, чем взрослые. Низкая квалификация водителей – это бич нынешней системы их подготовки. По словам главного автоинспектора Коми, с первых раз экзамен в автошколах сдают менее половины учеников. Выправлять ситуацию начнут именно с таких учебных заведений. И не исключено, что часть из них скоро распрощаются с лицензиями. У нас молодые водители, так вот, это до 3 лет считается в критериях. В 2013 году совершили 15% ДТП, в которых погибло 17 человек. Основной причиной аварийности все-таки является, я считаю, слабая теоретическая подготовка данных водителей. Мы выдали в прошлом году 13 тысяч водительских удостоверений лицам, впервые прошедшим обучение. При этом, вдумайтесь, 50%, то есть каждый второй, не смог сдать экзамен, теоретический первый экзамен. Татьяна Зубкова перед экзаменом почти не нервничает. Говорит, за 2 месяца обучения экзаменационные билеты успела выучить наизусть. Уже в основном все отработано. Даже вникать как бы только в некоторые нужно. Уже на автомате рука сама, куда надо, щелкает. Условия сдачи экзамена исключают всякую возможность списать, ведь за процессом со всех углов наблюдают камеры слежения. В таких условиях кандидат может рассчитывать только на свой багаж знаний. Но он, к сожалению, отмечают автоинспекторы, с каждым годом неуклонно скудеет. Качество обучения оставляет желать лучшего. Я вот сам лично ходил по автошколам, проверял, да, если записано 30 человек в группе, то на учебе где-то присутствует 15 человек, 10 человек, да, 100% нету никогда. Содержание дорог – еще одна, пусть и не главная, но сопутствующая причина ДТП. На особо аварийных участках Вячеслав Гайзер потребовал от дорожников Коми дополнительных мер безопасности. Все ли у нас здесь еще раз продумано и сказать, решено с точки зрения там, ограничения скорости, я имею в виду знаки, дорожные там, разметки и так далее, вот на тех участках, которые мы считаем наиболее аварийными. Ну, дислокация дорожных знаков у нас согласована с ГИБДД по республиканским дорогам. Ежегодно мы меняем порядка 500 знаков, старые на новые, поэтому здесь по знакам... Значит, еще раз посмотрите вместе с ГИБДД и представьте предложение. Менталитет жителей республики будут менять через общественные организации. Их представителей будут привлекать к проверкам качества и содержания дорог для большей объективности. У профессионального сообщества водительского есть такое поверье, что каждая строка правил дорожного движения, она прописана кровью.
И это действительно так. Так вот, когда мы начинаем анализировать, что же стояло за тем или иным транспортным происшествием, а статистика это дело такое, оно очень суровое и показывает ту действительность, которая есть. Да, 7% в России ДТП связано с плохими дорогами. Но 93% это человеческий фактор. По мнению автоинспекторов, учеба не должна заканчиваться сдачей экзаменов. Это скорее процесс всей жизни. Необходимо продолжать оттачивать свои водительские навыки в специализированных школах и после получения прав. Многие держатся за руль, например, одной рукой снизу руль держат. Вот эти вот моменты вот так вот. Довольно-таки вальяжная привычка кататься. С такого положения руль никуда не крутнешь вообще. Вот максимум, что можешь сделать. Александр Жиглов уверяет, чтобы получить права, надо знать лишь основы. В этой же школе учат хитростям водительского мастерства. Ну, на примере, вот, скажем, вот здесь у нас выставлены два упражнения. Змейка. Та же самая змейка, она непосредственно от заносов. Вот, едем вот на быстрой скорости сейчас. При вхождении газ сбавить, при выходе газ добавить. Увеличить финансирование всех программ по безопасности дорожного движения – прямое требование Вячеслава Гайзера для муниципальных глав. Дополнительные лежачие полицейские, перильные ограждения на перекрестках – это прямая ответственность властей на местах. Еще раз обращаюсь к главам муниципалитетов и прошу и требую обратить особое внимание на работу, которая связана с обеспечением безопасности дорожного движения ваших муниципалитетов. То, что касается уровня республиканского, все эти соответствующие решения и поручения сегодня прозвучали для соответствующих должностных лиц. И спрос за эту работу будет жесточайшим, потому что от этой работы зависит жизнь и здоровье наших граждан. Без распоряжения главы не осталось практически ни одно ведомство. Министру здравоохранения региона Ярославу Бордюгу указали на слабое оснащение ФАПов алкотестерами, а руководителю агентства по СМИ Ирине Брагиной на малый масштаб идеологической профилактики безопасности дорожного движения. Инспекция по труду проверит всех в сфере автоперевозок, а штат Республиканского надзорного учреждения «Дорожный контроль» расширит уже в ближайшее время для работы с передвижными комплексами автоматической фиксации нарушений. Виктор Прокушев, Максим Васильев, Алексей Паршуков о дорожных сводках и мерах, которые не дадут им стать военными. Очевидно, что больше всех претензий дисциплинированные водители и пешеходы сейчас адресуют дорожникам и автоинспекторам. И свои ожидания возлагают именно на них. Позицию начальника управления ГИБДД Олега Блохина по некоторым вопросам вы только что слышали. Продолжим разговор с ним в студии. Здравствуйте, Олег Вадимович. Добрый вечер. На совещании, которое было посвящено профилактике дорожно-транспортных происшествий, министр внутренних дел Жуковский послал вас в командировку по республике. Когда вы отправляетесь в поездку и что именно вы будете смотреть в городах и районах? Февраль-март месяц мы охватим крупные муниципалитеты, это городские. Будем работать вместе с главами. Глава республики такое дал нам поручение. Мы посмотрим наличие муниципальных программ, их наполняемость финансовая. Посмотрим ту задачу, которую глава поставил, посмотреть за последние 5 лет места концентрации ДТП. И чтобы они не повторялись в этих местах, может быть, сегодня мы примем сразу решение и ближе к лету, я думаю, это все устраним. В связи с этим у меня два вопроса. Хватает ли денег на профилактику безопасности дорожного движения? И второй вопрос. Возможно ли накрыть нарядами ДПС все аварийно опасные участки? Ну, насчет денег надо, наверное, было Министерство финансов спросить. Вот я как специалист скажу, что, мне кажется, не хватает. Насчет плотности нарядов. Вот простую элементарную арифметику вам приведу. У нас ежедневно заступает 60 нарядов дорожно-патрульной службы. По республике? По республике, да. Патрулей. Всего? Да. Ну, так сейчас сложилось после сокращения. 60 нарядов. У нас, допустим, 6000 километров асфальтобетонного покрытия. То есть вот элементарная арифметика, на 100 километров один экипаж. И это если мы не будем оформлять происшествия, мелкий ДТП, это на 100 километров один экипаж. Куда его поставить? Вот мы
сегодня думаем. Но сегодня есть у нас переносные комплексы фото-видеофиксации, которые нам, честно говоря, очень помогают. По поводу патрулей, которые на дороге стоят, как вы считаете, что лучше, сидеть в засаде или наоборот, чтобы патруль было видно издалека? Ну, для профилактики, конечно, чтобы патруль было видно издалека. Цель ведь не допустить правонарушения, дорожное происшествие, правильно? А дает ли какой-то результат ужесточение мер наказания за вождение в пьяном виде, за другие нарушения? Как-то это повлияло? Ну, вот приведу пример. По деньгам, чтобы все поняли, не по количеству. В том году собрали 90 миллионов рублей штрафов, в этом уже наложили 200 миллионов. Ну, там просто в разы же штрафы выросли. Правильно. А вы спрашиваете, повлияла ли? Аварийность-то, она, кстати, не снижается. Она держится, ну, как минимум на таком же уровне и даже потихонечку растет. Вот я к тому все-таки опять продолжаю свою мысль, что не каждый должен получать права. И это выяснить достаточно легко при помощи элементарного тестирования. Если человек агрессивен, если человек не может концентрироваться, если человек теряет голову в сложных ситуациях, значит, ему за рулем не место. А можно вам пример приведу? Приведите. Нормального человека без агрессии. Вот сегодня утром принимаю дежурство, город Ухта, дорожно-транспортное происшествие. Женщина 50-го года рождения, внук сидит в автомашине, она в нетрезвом состоянии едет и совершает дорожно-транспортное происшествие. Ну, я не уверен, что эта женщина не смотрит, вот как вы сегодня, мы все говорим, сводки, да, с фронта на дорогах республики. Неужели она этого не видит? Внук сидит в автомашине. Неужели она не понимает, что если что-то произойдет с внуком, ведь дети этого не простят? И она садится и едет. Почему? Сейчас очень много претензий к автошколам. У меня в связи с этим вот такой вопрос. Может быть, автошколы в принципе учат не тому, они учат правилам поведения в идеальной ситуации. А ситуация на дорогах не идеальная. Может быть, здесь школы не дорабатывают еще. Помимо того, что практики мало, теорию не все осваивают курсанты добросовестно. Может быть, саму методику обучения нужно менять? Ну, она сейчас, кстати, меняется, эта методика, потому что категории и у нас увеличивается количество. Вот. Я с вами солидарен в плане каком? Что надо, наверное, учить уже техники вождения больше. Я вообще считаю, что должна появиться техника вождения в городе. В зимних условиях, вот на автодорогах, в занос, там, экстремальное вождение. Я бы не сказал, что автошколу учат. Элементарные навыки, ну, как сказать, вот ребеночка учат ходить, бегает он потом и спортсменом становится. Да, надо учить людей выживать, конечно, на дороге. Нет, не выживать, ездить качественно. Сейчас сыктывкарцы обсуждают такую идею – построить барьеры от Кольца до Эжвы на дороге. Я знаю, что автоинспекторы за, сыктывкарские, по крайней мере. У мэрии нет денег, потому что это порядка 90 миллионов. А вот автовладельцы высказывают опасения, что если такие барьеры поставить на дороге, то в случае ДТП вся дорога встанет, потому что объехать будет негде, вот этот затор. Вот вы как считаете, вы тоже за ограждение? Вы знаете, я скажу другое. Вот владельцы постоят в пробке, но зато ни они, ни их родственники не погибнут. Ну, я думаю, это логично. И сегодня приветствуется. А тяжесть последствий, она, конечно, уйдет. То есть встречных лобовых столкновений на этой трассе не будет. Кстати, трасса Сыктывкар-Эжва уже на самом деле требует пристального внимания, ну, я думаю, даже властей республики. Почему? Потому что интенсивность движения там зашкаливает. То есть 20 тысяч автомашин в сутки там проезжает. Плюс там микрорайон скоро будет строиться, поэтому, я думаю, эту тему надо обсуждать. В Питере, где рядом Финляндия, сегодня еще читала в блогах о том, что водители, переезжая финскую границу, ведут себя совершенно иначе, чем на российской стороне. У меня таких наблюдений нет, у меня есть другого рода наблюдения. В Питере, опять-таки, видимо, под влиянием Финляндии, культура водителей немножко изменилась, потому что они друг друга вежливо пропускают, они друг другу с благодарностью мигают. Прям, ну, Европа. А в провинции что с культурой-то? Вы знаете, тут, скорее всего, наверное, может быть, не о культуре надо говорить, а о нашем авось менталитете, что меня это не коснется. Вот вы начали передачу, что никто не хочет сегодня погибнуть в дорожно-транспортном происшествии. Давайте по пьянке поговорим. 8 тысяч пьяных. Вот как вы думаете, из этих 8 тысяч один раз мы сколько поймали? 6 тысяч человек. 2 раза мы уже поймали 800 человек, 3 и более 200 человек. Да господи, да нельзя их вообще за руль-то пускать. Как они там вообще очутились? Вот. Опыт Беларуси нам надо всей России принимать. Изымать автомашины. Ничего здесь страшного нет. Ничего страшного нет.
Сегодня демократия на дорогах, она не нужна, нужна немножко жесткость. Да, 50% людей понимает, водителей, они солидарны с нами. Но 50%, когда ты его останавливаешь, зачем я вам буду давать документы? Что сотруднику ответить? Вот скажите мне сегодня. А когда в этого водителя въезжает пьяный водитель, он говорит: товарищ Блохин, а что вы не работаете? Поэтому вот я считаю, что нам надо повышать общую культуру на дороге. Вы знаете, я с вами согласна полностью вот в этой вашей мысли, что демократия на дорогах не нужна. Поэтому на этой ноте мы с вами и простимся. До новых встреч, я надеюсь, по более приятным поводам. Приглашайте. Спасибо. До свидания. До свидания. Раздутым рынком недвижимости в стране, возможно, скоро придет конец. Премьер Дмитрий Медведев поручил сразу 3 министерствам – Минстрою, Минфину и Минэкономразвитию – упростить выделение участков под строительство. Кроме того, чиновников обязали разработать программу «Жилье для российской семьи», которая позволит построить к 2017 году не менее 25 миллионов квадратных метров жилья дополнительно. Причем их большая часть, ну вот тут только бы не сглазить, будет доступна каждому. Максим Васильев посадил федеральные зерна на местную почву. Квадратному метру приказали срочно дешеветь. Глава правительства России Дмитрий Медведев уже поручил сразу 3 министерствам разработать к марту специальную программу «Жилье для российской семьи». Одно из главных нововведений – обустройство площадок для застройщика за счет федеральных средств. То есть подведение инженерных сетей государство берет на себя. Взамен строители обяжут продавать половину квартир в новостройках по цене не более чем в 30 тысяч рублей за квадратный метр. В Сыктывкаре цена за квадрат в новострое сегодня 50 тысяч рублей. Было бы меньше, говорят строители, но треть, если не больше затрат, это то самое подведение инженерных сетей. Понятно, что в итоге все отражается на кошельках покупателей. Законы рынка простые, спрос рождает предложение. Если в Сыктывкаре последние года 4-5 вообще ничего не сдавалось, а человек все-таки, люди женятся, рождаются дети, поэтому надо все равно расширяться. Квартир, предложений нету. Другое дело, что, может быть, сегодняшний день слишком много становится в заделе площадок, может быть, перенасытит рынок. Но, тем не менее, для покупателей это будет хорошо, я думаю. Строительный бум в Сыктывкаре риэлторы воспринимают сдержанно. Даже к новострою покупатель сегодня осторожен, говорят они. Большинство квартир сдают с первичной отделкой, а значит, к сумме покупки в уме требуется прибавлять и энную сумму на ремонт. Итоговая калькуляция не всем по душе, даже с ипотекой. Именно поэтому вторичный рынок пока позиций своих сдавать не намерен, хотя и предпосылки к удешевлению есть. Вот на сегодняшний день предпочтение – это, конечно, социальное жилье. То есть от малосемеек до однокомнатных квартир. И, как ни странно, 3-комнатные квартиры. То есть почему-то 2-комнатные квартиры, они слегка меньше стали пользоваться спросом. Социальное жилье в столице Коми сыктывкарцы отождествляют с местечком Коч-Панчит. Именно здесь предлагают квартиры жильцам домов, идущих под снос. Возможно, на месте этих ветхих двухэтажек по Нагорному проезду возведут именно такой социальный дом, о котором говорит сегодня российский премьер. На сегодня сносимое ветхое жилье в деревянном исполнении составляет где-то 20,7 тысяч квадратных метров, а планируется построить до 135 тысяч квадратных метров нового, комфортабельного, красивого жилья, которое, конечно, и создаст красивый облик столицы, ну и даст начало реализации других программ по сносу деревянных домов. Один из альтернативных вариантов улучшения жилищных условий – постройка дома на собственном земельном участке. И об этом Дмитрий Медведев тоже говорил. К марту все поправки, упрощающие предоставление государственных земельных участков для строительства, должны будут быть внесены. Как таковые земельные участки, они не сильно подорожали, а вот уже нормальные дома, которые коттеджного такого типа, таунхаусы, они, конечно, ценовая политика у них достаточно высокая, но спрос есть всегда. То есть нету такого, чтобы не было покупателя. Для тех, кто взамен квартире предпочитает собственный дом, в марте тоже будут хорошие новости. Власти на местах будут обязаны выставлять свободные земли
на торги по прозрачным и четко регламентированным процедурам. Максим Васильев, Вячеслав Беспалов, Алексей Паршуков об итогах значения одного правительственного заявления. Увидимся после рекламы. Сегодня главный следователь Коми Николай Басманов предложил Вячеславу Гайзеру разработать региональную концепцию по обеспечению безопасности детей, в том числе от сексуального насилия. Актуальность этой идеи объясняется тем, что фактов педофилии в последние годы все больше, а профилактики и раннего выявления таких преступлений недостаточно. Инициативу Басманова руководитель региона поддержал. Репортаж Эдуарда Бушуева. Главным результатом работы регионального управления СКР за 3 года Вячеслав Гайзер назвал широкую поддержку и высокую оценку со стороны населения. В качестве примера профессионализма следователей губернатор привел дело о воркутинской преступной группировке, которая наводила страх на жителей Заполярья с 90-х годов. Главными направлениями силового блока на перспективу губернатор определил борьбу с коррупцией и экстремизмом, экономическими и налоговыми преступлениями, а также правонарушения в отношении детей. И поэтому одобрил предложение Николая Басманова о разработке в Коми региональной концепции комплексного обеспечения безопасности несовершеннолетних. Мы сформулируем соответствующие задания тем органам исполнительной власти на уровне республики, совместно с уполномоченным по правам человека, совместно с вашей службой и правоохранительным блоком, по разработке такой концепции и выйдем действительно на тот комплекс мер, который необходим для профилактики такого рода правонарушений, на профилактику, которая будет направлена на защиту, дополнительную защиту прав наших детей, потому что это, к сожалению, сегодня становится важнейшей проблемой. Николай Басманов отметил, в целом его коллектив справился с поставленными задачами. Так, отделы из Печоры, Инты и Карткироса добились 100% раскрываемости особо тяжких преступлений. Отметил главный следователь и аутсайдеров – Сыктывкар, Воркуту, Ухту и Сыктывдин, которым придется исправлять недоработки уже в этом году. Кстати, помимо свежих дел, столичному и заполярному подразделениям придется усилить работу по раскрытию старых убийств. За 30 лет в Коми их накопилось больше 600. Основная масса глухарей приходится как раз на Воркуту и Сыктывкар. Поэтому, дорогие друзья, я требую от вас, чтобы вы все уголовные дела, приостановленные в 2000 году, в 95-м и так далее, независимо от возраста, проверили, посмотрели вещественные доказательства и решили вопрос о назначении новейших экспертиз по этим делам с учетом достижений последних науки и техники. По-прежнему в приоритете борьба с коррупцией. В 2013-м следователи Коми отправили в суд больше 200 таких дел. Их главными фигурантами были и рядовые сотрудники органов власти, и высокопоставленные чиновники. Кстати, в ближайшее время огласке будет предано еще несколько уголовных дел коррупционной направленности. Подозреваемые по ним проходят высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Эдуард Бушуев, Вячеслав Беспалов. События дня. Спортивная общественность региона уверена, закон о болельщиках, который вступил в силу в начале этой недели, ориентирован на крупные города. Там, в основном на футбольных матчах, фанаты так увлекаются, что поддержка любимой команды превращается в беспредел на трибуне. А наши вполне безобидны. Если инциденты и случаются, то настолько незначительные, что даже журналисты не обращают на них внимания. Неравнодушная к спорту Виктория Палкина разбиралась, что такое фанатское движение по Коми и готовы ли наши болельщики жить по новым правилам. На поле мы друзья, мы команда, ты и я, мы вместе. Мы заодно, новая песня, другое кино. Поднимайте ваши руки, наш футбол спасет от скуки. Тренер супер голова, впереди игра.
Сыктывкарец Андрей Питра – классический фанат. Уже по внешнему виду можно определить его футбольные предпочтения. За московский «Спартак» он болеет почти 20 лет. Говорит, что движение красно-белых только в столице Коми насчитывает 500 человек. Организованно ездят на матчи. Вот только фанатская активность стала затихать, переживает болельщик. В последнее время, может, не так, как хотелось бы, как раньше было. Мы раньше и турниры проводили, вот буквально сколько. Год прошел, вот год назад был последний, вот. В этом году не получилось провести ни одного турнира, а так между собой собираются, с Ухты приезжают, со всей республики, в принципе. Парни приезжают, в футбол играем, команды собираются, также скидываются на аренду зала, играем в футбол и так далее. Андрей Питра каждый матч наблюдает за тем, что творится на фанатских секторах, и поддерживает закон о болельщиках. А пункт продажи билета по паспортам нужно было ввести давно, говорит сыктывкарец. А вот директор новой генерации Валерий Белецкий уверен, закон писали исключительно под крупные футбольные центры. В регионе пыл ярых поклонников регулирует уголовный кодекс. Сам сыктывкарский клуб «Новая генерация» тоже работает со своими группами поддержки. Проводят не только ликбезы о хорошем поведении, но и конкурсы. И даже чартеры организуют для самых преданных фанатов. Те, конечно, платят благодарностью и постоянством. И все же эмоции иногда зашкаливают. Так, в сентябре прошлого года клуб был оштрафован на 10 тысяч рублей за грубое высказывание с трибун в адрес судьи. Кто-то усомнился в традиционной ориентации арбитра. Когда судьи приезжают, определенная категория судей, и просто тебя убивают. Ты сам это видишь, что тебя убивают, а болельщика обмануть невозможно. Это такая чуткая субстанция, болельщик, что он реагирует на эту фальшь, на несправедливость, и он иногда выплескивает свои эмоции, и поэтому иногда болельщиков зашкаливают. А вот стычек между болельщиками новой генерации и фанатами клубов соперников не бывает. Поддержать своих в Сыктывкар приезжают небольшие компании из других городов и ведут себя на наших трибунах очень скромно. Да и полиция всегда начеку. Павел Соколов не первый год ходит на игры сыктывкарского строителя. В этом сезоне поклонник русского хоккея даже баннер специально сделал. А вот теперь и думает, пустят ли его с ним на трибуны, ведь никаких документов на него нет. Молодой человек знает лишь размеры. По новому закону он должен согласовать с руководством спортивного комплекса размещение этого плаката. Болельщик готов взять письменное разрешение, чтобы не было проблем с полицией, но он не уверен, что другие фанаты поступят так же. Пока люди не знают, но думаю, он все равно будет работать, потому что это закон. То есть и придется все равно соблюдать какие-то рамки и предписания. В основном болельщики у нас все дружелюбные, миролюбивые, и в принципе эксцессов никогда не было. На главной спортивной арене региона к нововведениям уже начали готовиться. Первым делом на входе вывесят новые правила, рассказывает директор Александр Политов. Планируют перепечатать все входные билеты. На обратной стороне для болельщиков появится памятка, а на входе будет стоять контролер. Сейчас пришли к единому мнению, что запрещать, что можно, что нельзя, и уже в соответствии с этим будем пытаться как-то, досматривать, личные вещи, необходимость, может быть, даже замерять то, что будет проноситься, осмотр баннеров на русском языке, на иностранных языках. Все баннеры на иностранных языках должны сопровождаться нотариально заверенным переводом. Ну а русскоязычные плакаты без политических, экстремистских рекламных намеков. В запрещенном списке любая пиротехника и пневмохлопушки. Коснулись изменений и музыкального сопровождения трибунной поддержки. Под полный запрет попали вувузелы, хотя именно они сегодня возглавляют рейтинг самой популярной фанатской атрибутики. Переносить с собой теперь можно только горны и дудки. Сотрудники же полиции верят в наших фанатов и уверены, больших проблем у тех с законом не будет. Но если все-таки они и появятся, то наказание будет суровым и мало не покажется никому. Санкция статьи предусматривает у нас административный штраф от 3 до 10 тысяч, также административный запрет на посещение официальных спортивных мероприятий на срок от 6 месяцев до 3 лет, а для нарушителей, совершивших правонарушение повторно, от 6 месяцев до 7 лет, а также административный арест на срок до 15 суток. Для тех, кто попадет в ряды злостных нарушителей, вход будет закрыт не только на наши трибуны, но и на все спортивные объекты страны. Правда, как будут оформлять этот черный список, пока не ясно. А вот всех любителей поболеть в масках теперь точно призовут к совести, чтобы показать их истинное фанатское лицо. Виктория Палкина, Иван Богомолов, Вячеслав Беспалов, Константин Стратиенко о смутных перспективах новых спортивно запрещающих правил.
Невиданное дело. Жителям республики предложено принять участие в формировании плана выпуска литературы на 2014 год. Среди книг, авторы которых подали заявки на печать за счет бюджета, экспертный совет и читатели выберут социально значимое. На издание такой литературы выделено 2 миллиона рублей. Я ВКонтакте проголосовала, Александра Маркина тоже сделала свой выбор. А вы? Каких коми-писателей и поэтов вы знаете? Я в детстве читала книжку у Елены Габовой «Гришуня с планеты лохматиков». Василий Яхнин и Иван Куратов. Многих знаю, начиная с Ивана Куратова. Люблю очень Ивана Куратова, за такое его ценю. Это очень высокая лирика. Люблю Виктора Савина, очень люблю Петра Шахова. Вот так дальновидно сыктывкарцы не просто помнят, но и чтят образцы национального достояния. И несмотря на то, что в век интернета в электронном виде такие произведения почти не встретить. В Союзе писателей уверяют, люди давно соскучились по хорошим авторским произведениям. Очень много вопросов задают. А что за вопросы, какого характера? Они читают произведения и потом по произведениям уже задают вопросы. Произведения именно наших писателей? Ну да, да. А кто самый интересный для детей писателей? Ну, на русском языке это Елена Габова, это несомненно, она у нас лидирует. Вот. А на коми-языке, ну, наверное, может быть, Соломония Пылаева, сказочница наша. О том, что Елена Габова давно популярна среди молодежи, сомнений быть не может. Ведь несколько лет у нее свой собственный экспертный совет. Так она назвала группу юных читательниц, которые первыми оценивают произведения. Ради них порой даже приходится поступаться принципами. Одна девочка написала: «Такая прекрасная повесть. Как вы могли так страшно ее закончить?» Ну что... Я очень долго сопротивлялась, но когда уже за 100 перевалила вот этих писем, я стала думать, ну что, может быть, правда, девочкам нужен хороший конец. Книги Елены Васильевны уже выходили за счет бюджета республики. И в этом году альманах Габовой в соавторстве с Андреем Поповым «Белый бор» претендует на звание социально значимой литературы. Сочинение другого известного писателя коми Владимира Тимина «Викинг из Биармии» тоже есть в списке претендентов. Автор заканчивал работу над книгой перед сложной операцией. Потому, рассказывает сам писатель, хотел успеть завершить историю о малоизвестных достижениях коми народа. Я много литературы прочитал. Значит, коми были в составе отряда семьи Дежнева, мы с Дежнева, да, были в составе воюющей против Золотой Орды Куликовской битве. Вот, и вообще во многих других, то есть коми проявляли себя, но это нигде в литературе нету, но не может быть, чтобы они прятались, они должны быть. И моя мечта была на широкий простор показать это коми. Помимо Тимина и Габовой свои заявки подали еще 37 авторов республики. Ознакомиться с аннотациями книг можно на сайте Агентства по печати и массовым коммуникациям, а также в группах агентства в социальных сетях. Там же можно проголосовать за любое понравившееся произведение. После того, как читатели свой выбор сделают, данные будут направлены экспертному совету. Возглавляет экспертный совет первый заместитель главы республики Алексей Леонидович Чернов. А в состав экспертного совета входят и сами писатели, и значит, представители Союза писателей республики, и представители высших учебных заведений, которые тоже занимаются выпуском и изданием книг, работники библиотек, Института языка, истории, литературы Коми-научного центра. На решение совета повлияет несколько факторов. Востребованность этих книг в библиотеках, литературное мастерство автора, ну и, конечно, мнение самих читателей. После того, как эксперты примут решение, книги напечатают. Обложки этих книг совсем поистрепались, кстати, они тоже принадлежат коми-писателям. Их буквально исчитали до дыр, но в скором времени на полках библиотек появится свеженькая литература. Какая именно, зависит от вас, читатели. Александра Маркина, Олег Жуковский. О пока еще не подведенных итогах социально значимой литературы для республики. Каждый второй житель России верит в инопланетян, каждый 10-й их боится. Таковы результаты опросов. Хочется думать, что их проводят не от нечего делать. Свидетельств контакта человека с инопланетянами множество, в интернете сотни роликов о визитах НЛО.
Жители Коми тоже смотрят в небо. В прошлом году, по сведениям Коминформа, они трижды наблюдали неопознанные летающие объекты. Нина Чешкова нас познакомит с теми, кто вообще считает, что пришельцы, они среди нас. Наблюдается объект, движущийся в северо-восточном направлении, бесшумный. Высоту определить сложно. Это видео на мобильный телефон снял сыктывкарец Геннадий Тиранов. Наблюдать за звездным небом – его любимое занятие. И вот однажды на небосклоне он заметил светящийся шар. Вооружившись своей уникальной съемкой, Геннадий отправился за консультацией к исследователям аномальных явлений. А объекты примерно какой величины были? Объекты величины были, примерно, конечно, по компьютеру лучше посмотреть в интернете, там более четкое изображение, но примерно 1/5 часть на руках относительно видимого диска Луны. Скорость объекта 300 км в час примерно. Это китайские фонарики так быстро не летают. Знаете, интересно. Обычно вот как раз опять же в районе Вильгерта наблюдают небольшие шары, шары. И ярко-красные они. Ни на атмосферное явление, ни даже на рукотворный объект, увиденное в ночном небе Вильгерта, по словам очевидца, совсем не похоже. Версия о том, что это был военный самолет, неубедительна. Геннадий Тиранов, в прошлом пилот, уверен, вряд ли он мог спутать воздушное судно с чем-то иным. К слову, его коллеги-летчики не раз становились свидетелями необычных явлений. При взлете из Сыктывкара, северным курсом, дату я не запомнил, но раза два они замечали, что на удалении примерно 30 километров самолет уже набирает достаточную высоту, где-то более километра, и, якобы отодвигается болото внизу, оттуда вылетает НЛО, и потом это болото снова задвигается. Это просто невероятно. Член президиума у нас Гречка. Это самый летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, да. Он тоже уфолог, и он воочию это видел. Он это видел воочию, только не на Земле, именно в небе. Когда в иллюминаторы они проглядывали, что их сопровождают какие-то, знаешь, непонятные создания. А эту съемку сделала бдительная жительница Печоры Татьяна. Однажды девушка, как обычно, заступила на смену. Около полуночи на территории Печорского речного порта одна из камер слежения зафиксировала огромный светящийся объект, медленно направлявшийся к причалу. По одной из версий, пришельцы решили украсть цемент. Сначала подумала, что это фонарь вообще так ярко стал светить, и не придала этому значения. А потом, когда увидела, что он улетает, я подумала, лунатики. По мнению парапсихолога Валерия Туна, случайному человеку увидеть корабль пришельцев абсолютно нереально. А вот контакт с нужными людьми у них давным-давно налажен. Если вдруг я им понадоблюсь, я им пригожусь, я буду я не знаю, какой-нибудь великий и могучий, так далее и тому подобное, тогда, конечно, они выйдут со мной на контакт. Да я тогда язык речи потеряю. А интересует-то, конечно, меня многое. Вообще, что у них там, как они живут, вообще, что на самом деле, правда ли, что эти самые, что сюда прибыли анунаки с планеты Нибиру. Валерий Тун не сомневается, пришельцы взяли нашу планету под тотальный контроль и безраздельно властвуют. Что для них Земля? То есть, кто мы? То есть, это к нам спустились с неба боги, да? А мы кто? Рабы Божьи. Мы что должны? Работать для богов, добывать для богов то, что им нужно. Наша планета, считает парапсихолог, для иноземных цивилизаций словно приусадебный участок. Ее богатые недра для гостей из других галактик особенно притягательны. Они только появляются именно в тех местах, когда им что-то нужно. Это именно как раз корабли пришельцев. Это в основном Уральские горы, Урал вообще весь. Там, да, там на самом деле очевидцы видели, с ума сходили,
что это такое, что за фигня такая спускается с небес. Почему инопланетяне могут интересоваться Россией? Потому что огромные территории и огромные природные запасы. И из России можно столько вычерпывать под видом, значит, то, что это идет там на какие-то там олимпийские соревнования, там на какие-то стройки века, да, и так далее, что это даже будет незаметно. Сергею Буханцеву можно верить на слово. Он-то знает, о чем говорит. У писателя есть самый настоящий сертификат гуманоида, который еще в начале 90-х он выдал сам себе. Более того, своими идеями Сергей Буханцев готов заразить весь мир. Меня пока никуда не забрали, понимаете, да? Но идея жива, объединение человечества, значит. А полное название там оно очень длинное. То есть такое Всемирное братство гуманоидов Сергея Буханцева имени Иисуса Христа Плеяды по спасению и объединению человечества, предотвращению глобальной экологической катастрофы и космическому будущему земной цивилизации. То есть это название, кроме меня, даже никто произнести не может. Словно в поддержку главы братства гуманоидов, еще в начале 90-х в небе, практически над домом писателя, завис таинственный объект, явно неземного происхождения. Ну, в общем, оно вот тут вот висело, прямо на перекрестке. Вот эта улица Зимняя, в районе мясокомбината, поселка, а вот эта улица Печорская. Вот, тут вся улица сбежалась, и со всех домов люди высыпали. И НЛО, значит, висело здесь огромная, как дом, она здесь висела. Видимо, там сидели гуманоиды, они настолько, значит, как бы сказать, прочувствовали, да, этих людей, что они их не повредили своими лучами. Вот. Именно здесь живет и творит по ночам Сергей Буханцев. Писатель не только позволил нашей съемочной группе оказаться в святая святых, но даже поделился своими размышлениями о том, что находится за гранью непознанного. Они нас изучают. Даже я скажу вам более, значит, как бы вещи более сильные. То есть, внедряясь в наше общество, вот, они могут стремиться не просто там занимать, допустим, место там каких-то простых людей, водителя, там, тракториста и так далее. Но берите выше. Чиновники, государственный аппарат. Сейчас Сергей Буханцев работает над рукописью книги «Космическая палеолингвистика». Писатель открыт любым знаниям и, отбросив привычную логику, изучает Вселенную во всем ее многообразии. Телепортации за собой я не замечал. Хотя, конечно, занимаясь, так сказать, как бы, научными вопросами, я же занимаюсь история, лингвистика, социология, философия, геронтология, уфология, математика. Вот. Я тоже кое-что как бы о себе знаю, но, так сказать, но я не разглашаю, понимаете, да? Но это не для широкой публики. Явления, неподвластные человеческому разуму, для бессменного главы братства гуманоидов вполне обыденны. Вот, например, случай, реально произошедший с его приятелем. В районе кинотеатра Пармы, который сейчас убрали, да, он зашел в телефонную будку на глазах у своей жены. Она смотрит, мужа нету. Дошел человек в телефонную будку, позвонить там и исчез куда-то. Вечером звонок раздается, оказывается, человек находится в городе Микуни. Неизвестно, как туда попал. Из этой телефонной будки туда. Пришлось ему купить билет на поезд и на поезде сюда в Сыктывкар приехать. Бытует мнение, что подобные свидетельства, впрочем, как и странные объекты, парящие в небе, глобальная мистификация. А все доказательства, включая фотографии, фальшивки. Однако и наскальные рисунки пещерных людей, и библейские тексты, и найденные черепа динозавров с пулевыми ранениями в голову говорят об обратном. Контакты людей с иным разумом были еще в древние времена. И чтобы соприкоснуться с таинственным и непознанным, может, просто нужно стать чуточку внимательнее. Нина Чешкова, Константин Стратиенко, Иван Богомолов об аномальных итогах явлений, необъяснимых посредством логики. Увидимся через неделю. Всего доброго и до встречи.